Ну что, дожились? Пришло то время, когда мы, абхазы, за свое сказанное начинаем просить прощения у России и у русского народа. И при этом неважно, говоришь ли ты какие-либо слова в пользу Абхазии, в пользу собственного народа. И даже если это правда, тебя заставят извиняться. Вопрос только, кто это делает, кто заставляет и под чью указку. В Абхазии есть такой деятель, директор фонда кино Абхазии Александр Басария. И недавно он записал довольно интересное видео, открыто выпустив его в социальную сеть, где говорит о том, что сегодня абхазское турагентство не должно сотрудничать с российским турагентством, потому что Абхазия ничего на этом не зарабатывает. Абхазия остается в полном нуле. То есть малый и средний, а также и большой бизнес, в принципе, страдает от того, что сегодня на территории Абхазии без какого-либо разрешения работают российские турагентства. То есть абхазы остаются без какого-либо дохода. Александр Басария все это сказал на камеру, выпустив это все в эфир, то есть в доступную социальную сеть, и после чего его заставили извиниться. Уважаемые гости Абхазии, я искренне прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своем необдуманном поступке и прошу прощения. Всех люблю, ценю, уважаю. Всего доброго. И все бы ничего, ну заставили человека, хорошо, извинился, все, иди, живи дальше. Но нет, на этом не ограничилось, на него началась давка. 9 июля Москва, РИА Новости сообщают о том, что якобы Александр Басария сотрудничает с агентством США по развитию USAID. То есть человека решили загнобить, другого слова здесь не подберешь. Его решили сделать иноагентом, причем по всем фронтам, как в России, так и в Абхазии. А все потому, что человек просто высказал свою правду. Человек сказал какое-то слово в защиту Абхазии, абхазского народа, в защиту абхазского бизнеса, в конце концов. И его мало того, что заставили извиниться, а теперь из него делают иноагента. Вот такая сегодня свобода слова в Абхазии.